Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получать уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: сведет ли вас судьба снова? Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на мужчину, который вам интересен, мысленно либо вслух задайте такой вопрос: сведет ли нас судьба снова? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, попросим, чтобы нам показали, сведет ли вас судьба снова. Так. Но я скажу вам сразу такую вещь, что встречи у вас еще будут. Это не окончательный разрыв и не окончательная точка. Встречи будут. Причем здесь вот как такой интересный момент вышел, да, что прям и во сне вы будете встречаться, и наяву вы можете встречаться. То есть здесь мужчина вас не отпускает, так же, как и вы его не отпускаете. Знаете, я скажу такую вещь, что здесь ваши отношения держатся сугубо на вас. Привязка ваша идет к нему. То есть он вас заикарил, он вас привязал, и вы... Вот несмотря на то, что, например, между вами было, сколько бы времени ни прошло, какое бы расстояние между вами ни было, все равно он вас заякорил, вы его помните, вы можете говорить, что да нет, ну мне просто интересно, да уже и забыла, и как страшный сон, да, прошел и нет. Но на самом деле с обратной стороны вашего сердечка здесь очень много узелков, понимаете, и все эти узелки идут от этого мужчины. Этот мужчина бил вас в болевые точки, я это говорю в переносном смысле, не в прямом. То есть этот человек в определенной точке вам поставил метки. Эти метки остались вопросами нерешенными. И вы, будучи женщиной просто восхитительной, прекрасной, умной, привлекательной, самостоятельной, вы немножко озадачились, да? То есть как бы были другие мужчины и до него, и после него были. Но с ними как-то все было понятно, просто без всяких там каких-то лишних там размышлений, умозаключений, все было четко ясно, да, типичный мужчина со стандартным поведением, все понятно. Этот же человек, он, ну извините, он как следы свои оставил у вас в душе. Этот человек оставил очень много вопросов. Этот человек мог пропасть странным образом. Этот человек мог в один момент к вам полностью перемениться, и на этом ваши отношения просто такие вот и разрушились, да, по маленькому кирпичику были растащены. То есть этот человек какой-то финт сделал, да, в вашу сторону, который вот сколько бы времени прошло, вы все помните, потому что вот это даже не обида, это не обида. Кто-то думает, что да, обидел, поэтому не могу забыть. Нет, это какой-то другой момент, это даже не обида, это что-то вот зацепил и крючок туда, да, вот как рыбу ловят, а крючок остался. И этот крючок никак не вытащить и никак не дает покоя. Как он это сделал, да, как он так поступил, а что же между нами произошло, куда же он делся, почему там все мужчины вроде как стандартно, да, поругались, разбежались, а этот нет, этот каким-то хитрым образом все это проделал. Знаете, у каждого своя будет история, но я вижу, что человек, у вас все было как было, да, плюс-минус спокойненько, да, жили, не то жили, а потом он прям, ну, чуть ли не в один момент вот в лице переменился и полностью переменился и по характеру, и по отношению, совершенно стал как будто бы чужой какой-то мужчина с вами вместе проживает. И вы очень много думали и действительно голову себе ломали, что же случилось, что же произошло, кто виной тому. Вы могли подозревать и третьи, и десятые лица, да, что кто-то подмешался, кто-то, может быть, там магичил, кто-то соблазнил, спровоцировал. Вопросов много, ответов нет. А я вам скажу, какой ответ. У этого мужчины, у него явно идет нарушение в психике. Нарушение в психике у нас получается либо, если это действительно происходит путем физического здоровья, да, люди страдают, это заболевание,
Очень даже распространено. Шизофрения оно называется. Оно проявляется, вот прям неожиданно может проявиться у человека. И второй момент, это то же самое заболевание, но оно уже как подселенное идет, да, то есть на человека делали, причем делали очень мощно, потому что просто так шизофрению не вызвать. Это вот тот момент именно изменения сознания происходит, то есть как будто бы душа этого человека идет на, ну, в руки, скажем так, темным силам. Я не хочу про это много говорить. Это просто, да, вот как я вам всегда, кто смотрит мои гадания, тот знает, я всегда против магии. Я всегда говорю, что магия никогда и никого не сделала счастливым. Будь то магия в защиту семьи, да, что, дескать, переворожите мне мужа, пусть вернется, а то у меня там 3 детей сидят голодные, плачут, папку ждут. Либо наоборот, когда женщина говорит, вот там ему плохо, но он там нерешительный, уйти не может, вы его мне, пожалуйста, заберите. Знаете, девочки, и те, и другие, ничего хорошего из этого не получается. Этот мужчина, он полностью под дьяволом находится, понимаете, когда вот делают на него магию, когда воли лишают человека, когда привязку насильную делают. Этот человек, он уже сам себе не принадлежит. Это уже не тот Сережа, Петя, Вася, которого вы любили, это совершенно другой человек. И имя у него уже тоже, кстати, меняется. В нем и подселенцы могут быть, что только не может быть. Почему начинается вот такая шизофрения? Тут и параноидальная может быть, и классическое, все может быть. Человек может там и выпивать, и буянить, и становиться лихим. Все потому, что в его сознание проникают ниже плазмоиды, и они там вот очень себя вольготно чувствуют, и уже это не ваш мужчина, это уже они, это уже те мерзкие темные силы, такие, знаете, мелкого ранга, которые, ну вот называют, да, бесы, черти, вот это они. Здесь у человека произошла такая ситуация. Я на общей отсыпке я не могу сказать, в чем тут соль. Действительно ли он по здоровью действительно таким стал? Потому что у него, как знаете, как будто бы раз и переключили, как будто бы выключатель, да, вот переключили, либо его попортили. Но то, что за ним стоят люди, опять же таки, да, люди стоят, либо это его род, и эта шизофрения просто передалась по наследству, либо это действительно люди, которые делали. Стоит 2 человека, это 2 женщины стоят, опять же таки, да, по материнской линии, либо была передача шизофрении, потому что кто знает, тот знает. Я в своей практике просто несколько раз сталкивалась, ну, еще молодая была, было интересно, как это происходит, что же это значит-то. Потом, да, действительно, шизофрения – это такое заболевание, которое передается по наследству. И люди, которые, например, болеют этим плохим заболеванием, им нежелательно иметь деток, потому что они могут передать. Ну, даже не то, что могут, а они передают. Вот. Так что, может быть, когда-нибудь я буду записывать видео, где я буду рассказывать о своем опыте, да, делиться, может, кому-нибудь поможет. Пока времени, к сожалению, нет. Но, тем не менее, смотрите, у этого человека идет такая ситуация. Этот человек любил, по-настоящему любил, вы это чувствовали. Вот это главный якорь, да, он любил по-настоящему, вы это чувствовали, понимали. И вы вот сейчас, даже если вы себя честно спросите, но кто меня любил на самом деле, да, вот как я себе это вижу, и вы сразу же его вспомните, потому что так, как любил он, никто не любил, так, как он на вас смотрел, никто не смотрел. Но еще раз говорю, этого человека, у него тяжелая карма. Вот кого бы вы ни загадали, тут тяжелая карма, будь то судьба, будь то порча на человеке, здесь просто так не происходит. Нельзя абсолютно здорового человека испортить. И абсолютно здоровый человек не заболеет раком, либо какими-нибудь с другими страшными заболеваниями. То есть, ну, момент такой происходит. Так, более детально, конечно же, лучше посмотреть именно на каждый индивидуальный случай. Мои дорогие, как бы там ни было, да, человек любил по-настоящему, у человека был дар любить. Почему говорю был? Потому что он сейчас, ну, понимаете, он продолжает жить своей жизнью. У кого-то это явные проявления всех неприятных моментов, а у кого-то человек может маскироваться. Но знаете, что у него за ним черный след ходит. И знаете, этот человек рано или поздно он придет к очень плачевному состоянию. Либо его где-то закроют типа вот тюрьма, либо его закроют типа больница, понимаете. Он все равно вот идет, ну, как понимаете, стены. Его закроют. Вернется ли он к вам? Нет.
нет, не вернется. И это именно тот случай, когда, как говорят, Бог отвел. Понимаете? Здесь отвели. И я даже больше скажу, тут не только высшие силы отвели, но и сам этот человек, он когда почувствовал первые вот эти вот ниточки, звоночки, которые в нем начали вот, человек ощущает, да, что со мной не так происходит, из-за вот этой любви безумной к вам, он, понимаете, он решил от вас подальше бежать, чтобы вам не навредить. Понимаете, вот такой момент происходит, чтобы вам, главное, не навредить. Если у вас от этого человека есть дети, пожалуйста, присматривайтесь к детям. И если что-то где-то вы будете, не дай бог, замечать, я не хочу про это слово говорить, да, не хочу каркать. Пожалуйста, прям-таки сразу, не на авось, а именно проверяться, лечиться и прочее, прочее. Мои дорогие, я вижу, что у вас карма сильная, я вижу, что у вас дух сильный, род у вас сильный. То есть, даст Бог, все будет хорошо. Про человека этого не думайте плохо. Вот самое главное, не думайте плохо. Какой бы он ни был, что бы он ни сделал, он вас по-настоящему любил. И знаете, вот его вот еще осознанные мысли, которые у него были в голове на тот момент, они были о вас. Чтобы у вас все хорошо было, чтобы вам хорошо было, чтобы, не дай Бог, что-то плохое с вами не случилось. Вот такие мысли были. И ангелы его услышали. Здесь, чистой воды развод идет. Вас развели по разным сторонам. Сожалеть за эту ситуацию не стоит. А пытаться как-то вернуть ситуацию тоже не стоит. Я просто вижу, что, видите, вы к нему кипите. А он уже как сам по себе, как какая-то индивидуальная единица идет. Но, мои милые, видите, как у него тут все остро плохо, а у вас тут, видите, кругленький, у вас все хорошо. Поэтому не надо туда лезть. Этот человек, он уже не он уже не тот, кем был раньше, и никогда уже прежним не станет. Если вы с ним сейчас встретитесь и поговорите, вы поймете, вы просто обалдеете, да, насколько это другой человек, чужой человек, с холодным взглядом, с какими-то грубыми словами. Совершенно вот прям как небо и земля, как подменили, да? Как будто бы там, не знаю, брат-двойник, близнец какой-то. Вот такая ситуация идет. Вам этот человек, он шел как друг по судьбе, как друг именно. Смотрите, друг по судьбе, человек, который должен был в какой-то промежуток времени с вами прожить, этот промежуток вас вести, чему-то вас научить. Хорошему, плохому, у каждого своя история. Но вот если вы честно положите руку на сердце и подумаете о том, что было между нами, что было в нашем прошлом, поймете, что этот человек все-таки вас многому научил, на многое открыл вам глаза. Не сожалейте, не переживайте, лучше мысленно поблагодарите и отпустите этого человека. Зацепил он вас, да, серьезно, своей настоящей искренней любовью, потому что так, как он, любить никто не может. Вы знаете, у него какой-то особый дар на любовь, и это могло стать причиной зависти, и человека просто могли попортить. И опять же таки, да, человек физически, да, нездоровый, он, более ярко, да, проявляет все свои чувства и эмоции. То есть вы тоже должны это понимать. Мои милые, этот человек вас любил. Да, и вы этого человека еще до сих пор любите. Поблагодарите, отпустите, не держите. Понимаете, что это все было в ваше благо. На этом все. Моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.